Карантин и вынужденная изоляция из-за пандемии коронавируса вызвали рост домашнего насилия по всей стране. По официальным данным, за 2020 год только выявленные факты выросли на 62% по сравнению с предыдущей статистикой. В целях борьбы с домашней тиранией 11 организаций по всей стране получили гранты и помогали жертвам, оставшимся без помощи. В Нарынской области мы всячески помогали жертвам, пострадавшим от насилия. Это была юридическая, правовая и психологическая помощь. Кроме этого, предоставили гигиенические и продовольственные наборы. В общей сложности мы помогли 61 человеку. Также мы им помогали финансово и предоставляли приюты, так как у нас нет шелтеров. Поэтому размещали их в гостиницах. В рамках проекта «Джигер-Дюжер-Андар» 2500 граждан получили помощь, подводят итоги организаторы программы. Кроме этого, по их словам, была запущена горячая линия 117. Сейчас она работает в пилотном режиме. Если жертвы раньше обращались в милицию, то теперь они могут получить помощь по этому номеру. Этим наш проект решил поработать вместе с партнерами, с организациями гражданского общества по всей стране и предоставить различную помощь для жертв домашнего и гендерного насилия. Да? И на сегодняшний день у нас 11 партнеров. Это местная организация гражданского общества, которая охватывает все 7 областей страны. И предоставляли в течение 1 года различного рода помощь для жертв. Важным достижением программы назвали создание 17 новых местных комитетов по предупреждению жестокости в семье и укрепление 84 существующих комитетов. Туда входят сотрудники муниципалитетов, лидеры местных сообществ и представители гражданского общества. Они, по словам организаторов проекта, выступают в качестве рабочего механизма и поддерживают граждан в борьбе с семейным насилием. В Суйском районе население составляет более 500 тысяч. Да? В одном Аюлыкмуте 40 тысяч населения. И один комитет не справится. Таких, например, в Аюлыкмуте будет несколько комитетов создаваться. Мы будем увеличивать, в первую очередь, комитеты. Также будем их обучать, помогать. И комитеты на местах, изучив проблемы, будут поднимать проблемы села. Почему происходит насилие? По официальным данным, по всей стране работают 450 комитетов по предотвращению гендерного и семейного беззакония. Они призваны не только защищать женщин, подвергшихся тирании, но и помочь им самореализоваться. Айгерим Рыспекова, Арген Малдалиев, 5 канал.